сегодня будет выступать. Я желаю большой удачи, она вам пригодится, поверьте мне. А жюри, желаю беспристрастного судейства. 10-я конференция считаю открытой. Спасибо. Главный инженер Михаил Рязанцев дал старт юбилейной региональной научно-технической конференции молодых специалистов Пурнефтегаза. Это первый отборочный этап, в котором участвуют 53 губкинских промышленника. В этом году у нас очень много молодых специалистов первого года работы принимают участие в конференции. Для них участие не обязательное, но в этом году они очень активные ребята, сами заявили о своем желании принять участие, и у них очень сильные проекты, несмотря на то, что они работают максимум по полгода в Пурнефтегазе. Молодые специалисты представляют свои работы в 6 направлениях. Цель конференции не только выявить перспективных работников, но и привлечь молодых специалистов к решению важных производственных задач и проблем. Главный способ усовершенствовать нашу работу. Рассматривал много технологий, которые позволяют улучшать нашу работу, увеличивать добычу нефти. Как было сказано на открытии, это же помогает развиваться в профессиональном плане и вообще для себя. Один из участников конференции – Ильнур Амирханов. Он представил на суд жюри новую технологию, благодаря которой добыча нефти станет менее затратной. Подобная установка, по словам молодого специалиста, сейчас проходит опытно-промышленные испытания на некоторых месторождениях. Ильнур уверен, что ее применение компании «Роснефть-Пурнефтегаз» поможет сэкономить немалые деньги. Для молодых специальных стимулов, новые предложения новых каких-то технологий. Просто у нас каждый год все идет, технологии все дальше и дальше. Цель каждого из ребят, конечно, занять первое место. Ведь победители отборочного этапа примут участие в кустовой конференции, в которой будут презентовать свои проекты молодые специалисты и из других дочерних обществ компании «Роснефть». В свою очередь у Пурнефтегаза есть возможность сформировать свой состав юных ученых и при этом модернизировать производство. Мы работаем давно в компании, в Пурнефтегазе. Ну, говорят, такое бывает, глаз замылился, да. И вот уже привыкли, что-то все постоянно, текучка, одно и то же, да. А вот молодежь замечает вот своим глазом, как бы, да, бывает, вроде глупость говорит, да, на самом деле точно в цель, да, мы это как бы пропускаем всегда уже, да, а со стороны человек пришел новый, молодой, с сознанием, да, он как бы с своей точки зрения показывает, что можно изменить. Проекты заслушивались в течение всего дня. Жюри старалось разобраться в особенностях каждого проекта. В результате работы в каждой секции были присуждены призовые места, а также особые номинации, такие как актуальность проекта, практическая значимость, личный вклад и другие. Хотел бы заострить ваше внимание на одном моменте. Я хотел бы видеть ваши проекты реализованные в деле, которые приносили бы пользу предприятию. Причем эта польза, она обоюдная, как для нас, так и для вас. По итогам прошлого года у нас 7 работ было рекомендовано к внедрению, 5 работ по всей компании были рекомендованы к внедрению, 3 из них уже внедряются и внедрены. Всем победителям помимо диплома вручили еще и денежный приз. Так, молодые специалисты, занявшие первое, второе, третье места, получили денежные премии в размере 35, 25 и 15 тысяч рублей соответственно. Но ребята признали, что для них деньги – это лишь приятный бонус. Главным достижением участники конференции считают победу над серьезными соперниками. Я еле говорю, еле разговариваю, у меня все руки трясутся, кровь бурлит. Ну, честно говоря, я вообще просто готовился к этому очень долго. И когда назвали уже все номинации, когда второе, третье, такая интрига на первом месте, ну, я как бы знаю, что мой проект достаточно проработан, он достоин какого-нибудь призового места, но все равно интрига сохранялась, и у меня аж там сердце из груди чуть не выскочило, пока я сидел и ждал. Было на самом деле очень волнительно, с самого утра такое ожидание чего-то, такое, в ожидании чуда, да, скажем так. Но не ожидал, вернее, готовился, усердно готовился, но я смотрел выступления других ребят, думал, очень достойно они выступили, поэтому конкуренция была очень серьезна, по крайней мере, в нашей секции. Вот, очень приятно, что победил. Впереди доработка своих проектов и участие в следующем этапе конференции уже в конце мая в городе Ижевске. Диана Визович, Александр Анфимов, Владимир Гусев. Новости Губкинского.